Доброе утро. На календаре 1 августа начался новый месяц, и вместе с этим это последний месяц лета, что как бы немножко грусти на нас наводит. Но отчаиваться, печалиться не стоит, потому что вы начинаете свой день традиционно с утром Якутии, а значит день, и если будете весь месяц так делать, то и сам месяц, соответственно, пройдет у вас замечательно, великолепно, энергично, познавательно и ярко. Меня зовут Павел Танин. Команда нашей программы подготовила для вас, как всегда, много всего, что в течение почти что целого часа будем показывать, рассказывать, а вы будете смотреть, узнавать много нового и заряжаться на сегодняшний день. Ну и по традиции, конечно же, мы вначале расскажем о том, что ожидает нас сегодня за окном. Сегодня в 6 часов утра в центральных районах Якутии температура воздуха составила от плюс 6 до плюс 10 градусов, в заречной группе 8-10 градусов со знаком плюс. В южных районах от плюс 4 до плюс 7, в Вилюйской группе от плюс 4 до плюс 10. В Нижнеленских 6-8 градусов тепла, в западных от 5 до 9 со знаком плюс. В Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 3 до плюс 6, в Янских от плюс 3 до плюс 4, на северо-западе от плюс 6 до плюс 9. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 11 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер с северо-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается облачность без осадков, температура воздуха днем прогреется до отметки плюс 16, плюс 18 градусов. Узнали о погоде. Далее, наверное, давайте узнаем о событиях, которые произошли. О них нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Более 5000 СНИЛС оформили новорожденным в Якутии. Родителям не нужно самостоятельно подавать заявление в отделение фонда. Этот процесс специалисты выполняют автоматически, используя данные из органов ЗАГС. Информация о СНИЛС ребенка и уведомления о регистрации в системе индивидуального учета поступают в электронном виде в личный кабинет матери на портале госуслуг. Для доступа к информации требуется подтвержденная учетная запись. Если ее у родителя нет, для получения СНИЛС можно обратиться в клиентскую службу отделения социального фонда по Якутии или ближайший МФЦ. Страховой номер будет выдан в тот же день. В Якутии началась арктическая навигация для доставки грузов в районы по рекам Яна, Индигирка, Колыма и Анабар, а также морским путем по морю Лаптевых. В этом году арктическая навигация, благодаря благоприятным погодным условиям, открылась на 10 дней раньше. В навигацию планируют завезти более 350 тысяч тонн, из них уголь 170 тысяч тонн, нефть 48 тысяч тонн, 11 тысяч тонн газоконденсатного топлива и 107 тысяч тонн нефтепродуктов. Также около 2000 тонн продовольственных товаров и 15 тысяч тонн продукции производственного технического назначения. Отгружено порядка 175 тысяч тонн или 49% от плана. Доставлено на сегодня 38 тысяч тонн или 11% от плана. В том числе это по рекам. Отгрузка при плане 154 тысячи тонн, это по реке Яна у нас составляет 73 тысячи тонн. Индигирка, план составляет 53 тысячи тонн, отгружено 29 тысяч тонн. По реке Колыма план составляет у нас 77 тысяч тонн. На сегодняшний день отгружено 51 тысяча тонн. В Усть-Алданском улусе ускоряют темпы реконструкции котельной в селе Танда. Старые котлы полностью демонтированы. Подготовлены основания для новых, более мощных котлов. Также демонтирована половина объекта, заливают бетоном основания пола. К реконструкции присоединились специалисты, которые будут устанавливать новое оборудование. И к началу отопительного сезона запустят полностью автоматизированную котельную мощностью 12 мегаватт. Отметим, мощность старых котлов в сумме достигала лишь 4 мегаватт. Котельная по проекту будет механизированная. Кочегары будут следить за температурой, и физическая работа значительно уменьшится.
операторами. Ну, операторы будут наблюдать за температурой. Надеемся, что в срок закончим к отопительному сезону. В Ленске состоялась торжественная выписка 150-го новорожденного. Девочка родилась 26 июля весом 3 килограмма 560 граммов, рост 52 сантиметра. Она стала вторым ребенком в семье Вячеслава и Елизаветы Тотминых. Старшей девочке Ульяне 3 года. Назвали новорожденную Есенией. Поздравить молодых пришли председатель комитета по молодежной и семейной политике. Супругам вручили сертификат на 50 тысяч рублей. Руководитель соцзащиты передала сертификат «Дети столетия» на сумму 110 тысяч рублей. Подарки стали для супругов неожиданным и приятным. Пока еще даже не думали, даже не знали, только вчера вечером узнали, то, что что-то получать будем. Ну, у нас временное жилье от Белого дома, а так в дальнейшем будем, да, уже снимать, либо что-то приобретать. Спасибо нашим коллегам. Собственно, узнали о последних событиях. Ну а теперь время приступать, конечно же, к встрече сегодняшнего дня. Одним из главных ритуалов, естественно, утренние упражнения являются. И специалисты рекомендуют утреннюю зарядку делать до первого приема пищи. Как минимум, при таком подходе вы не будете ощущать чувство тяжести от того, что организм бросил все силы на переваривание только что съеденного. А что касается самих упражнений, то, как правило, они не замысловаты. Но некоторые люди могут отговаривать себя от выполнения упражнений, ссылаясь на простоту и незамысловатость, а также отсутствие каких-либо спортивных снарядов. Периодически в нашей программе мы рассказываем и показываем, как в домашних условиях можно заменить тот или иной инвентарь. Например, вместо маленьких гантелей можно использовать маленькие бутылочки с водой. И сегодня узнаем еще о паре упражнений, которые можно с ними выполнить. Всем доброе утро, меня зовут Александра, и я призываю всех вас провести вместе со мной бодрящую утреннюю тренировку. Первое упражнение в комплексе – узкие приседания. Расстановка ног уже плеч. Вес тела переводим на пяточки, отягощение переводим вперед на вытянутых руках. Уводим ягодицу вниз и возвращаемся вверх. Представляем, что садимся на стульчик. Работаем так. 16 подъемов, 12 выдох, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Далее мы будем прорабатывать дельты. Переводим ручки вверх и будем делать жим в нижнюю точку и толчок вверх. Работаем так 12 раз. Выдох. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Далее уводим отягощение назад. Развернусь в профиль, чтобы вам было видно. Уводим ручки назад, и у нас будет мах. Назад, удержание, и опускаем точно вниз. Плечевой раскрыт, колено мягкое. Поехали. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Хорошо. Уходим на коврик. Мы с вами будем уходить вниз, прижимая тазобедренный сустав. Далее берем для усложнения нашу водичку. Взгляд вниз, шея под продолжение позвоночника. У нас будет подъем, жим, уход вперед и возвращение вниз. Поехали. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Закончили. Опускаем отягощение, толчок и переходим с вами на мышцы брюшного пресса. Разворачиваемся. У нас с вами будет складка. Подъем ножек, ручки в замок. И начинаем складывать. И раскладывать корпус вниз и вверх. Вниз и вверх. Работаем 20 подъемов. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Обхватываем себя за колено, уходим вниз, позвонок за позвонком. Вытягиваем ножки, вытягиваем ручки за головой. Растягиваемся, расслабляем мышцы ног, мышцы брюшного пресса. Отдыхаем 15-20 секунд и продолжаем этот комплекс еще 3 круга. Ну а я желаю всем продуктивного рабочего дня. Данный комплекс выполняйте ежедневно, и ваше тело будет в тонусе и подтянутым. Хорошего дня! Но с сегодняшнего дня Социальный фонд России проведет перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. О том, кого коснется перерасчет и какие еще изменения были внесены в правилах ежемесячных выплат, нам сегодня расскажет Роман Афанасьев, заместитель начальника отдела организации заблаговременной работы, управления установления пенсий, отделения Социального фонда России по республике Саха-Якутия. Роман, доброе утро. Доброе утро. 1 августа наступило, сегодня начинается перерасчет для работавших в прошлом году пенсионеров. Вот подробнее вообще об этом явлении и как будет переиндексация вообще произведена? Да, вот с 1 августа 2024 года произведен перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, которые работали в 2023 году. То есть перерасчет произведен по итогам уплаты страховых взносов за 2023 год. Ну, размер увеличения, он, скажем так, он индивидуальный для каждого пенсионера. В среднем по республике размер увеличения составил где-то около 250 рублей. А в следующем году, да, в 2025 году, ожидается индексация, да, чего не было, индексация для работающих пенсионеров. А как она будет производиться? То есть тоже на основании чего? Да. Как уже все знают, да, для работающих пенсионеров ежегодная индексация была приостановлена в 2015 году. Работающим пенсионерам индексация не проводилась, да, в начале года, она проводилась только для неработающих пенсионеров. Но со следующего года ожидается, да, правительством Российской Федерации внесены изменения, и со следующего года прогнозируется именно вот индексация для всех пенсионеров, которые получают страховые пенсии. Ну, это как бы возвращение вот к прошлой практике. Да, это получается возвращение к прошлой практике, но те индексации, которые были пропущены, да, вот с 2016 по 2024 год, они будут выплачены только при условии уже увольнения работающего пенсионера. Только при увольнении. То есть, грубо говоря, правильно ли я понял, вот в 2016 году приостановили индексацию для работающих пенсионеров, да, и сейчас, вот, допустим, она возвращается, но если человек уволился, он может за вот эти пропущенные годы тоже индексацию как бы наверстать, скажем. Совершенно верно. Но если продолжит работать, просто как бы обычная стандартная индексация произойдет. Хорошо. А нужно ли вот по поводу, опять же, перерасчета и индексации для работающих пенсионеров куда-то отдельно идти, обращаться, что-то писать? Нет, все делается в автоматизированном режиме, да, заявлений, как бы обращений подавать пенсионерам не нужно. А какие вообще еще вот начисления, назначения, да, перерасчеты, индексации уже, как бы, наверное, не только касательно рабочих пенсионеров, а вот, ну, вообще всей категории пенсионеров, какие вот из этих изменений, они осуществляются без каких-то подач заявления, то есть, ну, так, в автономном режиме, скажем так?
Да, в наше время, да, вот время цифровых, скажем так, технологий, подача заявления, она как бы уже остается в вчерашнем дне, и некоторые виды выплат уже назначаются без подачи гражданином соответствующего заявления. Это у нас с 2024 года такие виды пенсий, как по случаю потери кормильца, да, детям, не достигшим 18 лет, страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается без подачи заявления. То есть автоматически? То есть автоматически. Как это происходит? По информационным этим центрам поступает сведения об умершем кормильце, да, о его трудовой деятельности, о его адресных данных и о его сведениях о детях. Все эти данные сведения аккумулируются в социальном фонде и распределяются по регионам. И по этим спискам социальный фонд назначает пенсии. Вот именно по случаю потери кормильца. В данном случае условие, чтобы ребенок не достиг 18 лет. В этом случае заявление пенсия по случаю потери кормильца назначается без подачи заявления, да, автоматически. Ага. Ну и еще поговорим про одну социальную выплату. Вот с 1 января этого года внесли изменения в правила ежемесячной выплаты при осуществлении ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или же инвалидом с детства первой группы. Какие изменения внесены, что поменялось? Да, вот в пенсионном законодательстве есть такая выплата. Она выплачивается, если гражданин не работающий, да, уточнюсь, неработающий гражданин осуществляет уход за ребенком-инвалидом или за инвалидом с детства первой группы, да, ну, это размер данной выплаты составляет 1200 рублей, а для родителей данной категории лиц, для родителей и для опекунов размер составляет 10 тысяч. Вот изменения, они как раз коснулись родителей, да, родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, да, которые получают по 10 тысяч рублей. Вот для них как раз-таки изменения касаются того момента, что ранее эта выплата выплачивалась неработающей категории, да, а сейчас законодательством допускается, что родитель, опекун может осуществлять трудовую деятельность в условиях неполного рабочего дня. Ну, то есть, по-простому говоря, если он работает на 0,5 ставки. Если он работает на 0,5 ставки, он может рассчитывать на выплату социального. Да. Если он, повторюсь, да, осуществляет уход за ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет, и за инвалидом с детства, которому установлена категория первая группа инвалидности. Ну, спасибо большое за информацию полезную. Всегда приятно с утра что-то новое и важное узнавать, потому что все-таки это часть нашей жизни. Удачи вам в работе. Спасибо. Спасибо. Вот. Ну, а мы двигаемся дальше, да, и перейдем к такому понятию, как красота. Да. О том, что красота спасет мир, мы слышим отовсюду. Однако нигде не упоминается о ее неотъемлемой части – женственности. Явлению, присущему в истинном виде только прекрасной половине человечества, нашим дорогим дамам. 1 августа во многих городах России и даже за рубежом проходит ежегодная акция «Международный флешмоб женственности». В самой первой акции принимали участие женщины из 90 городов и 9 стран, и с каждым годом география расширялась. Например, в юбилейном 10-м флешмобе, прошедшем 1 августа 2018 года, участвовали женщины из 367 городов и 30 стран. Кроме России и стран ближнего зарубежья, флешмоб проходил в Дании, Израиле, Италии, Нидерландах и множестве других стран
стран. В день флешмоба участницы выходят на главную или одну из главных площадей своих городов в красивых платьях и с цветами. Вместе они молятся о мире во всем мире, а потом дарят цветы незнакомым женщинам. При этом участницы в каждом из городов могут дополнять программу по своему усмотрению. Где-то они просто красиво стоят на площади, где-то танцуют и поют, где-то одеваются в единой цветовой гамме или устраивают фотосессию. Нередко флешмоб перерастает в чаепитие и общение с единомышленницами. Якутск в этом году акция также не обойдет стороной. На площади Орджоникидзе в 7 часов вечера состоится благотворительный флешмоб в честь Дня женственности. Ну а о других знаменательных датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 1 августа. Сегодня отмечают День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, Всероссийский день инкассатора и День образования службы специальной связи России. По народному календарю Мокринин день, Мокрины. Потому, насколько мокрый этот день, судили о приближающейся осени, так и говорили: «Мокрина мокра и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год. Коли на мокрину дождь, уродится рожь. Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов. В это время заканчивались летние работы и начинались осенние. Считалось, что заканчивалось лето и для насекомых. По крайней мере, оводы на мокрину должны были кусаться в последний раз. А если с осен начинал лететь пух, то тоже было приметой осени. Можно было смело идти за подосиновиками. Это день в истории. 1774. Учеными впервые выделен молекулярный кислород. 1914. Россия вступила в Первую мировую войну. 1939. В Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ. 1964. Впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк». В этот день родились 1744. Жан-Батист Ламарк, французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы. 1905. Ада Войцек, советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР. 1923 год. Родилась Валентина Леонтьева, советская телеведущая, народная артистка СССР. 1936. Ив Сен-Лоран, французский модельер. Именины сегодня отмечают Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан и Тихон. Покупка квартиры в строящемся доме долгое время считалась рискованным предприятием. Хотя вложение средств в недвижимость на этапе строительства позволяло значительно сэкономить по сравнению с покупкой готовой квартиры, такой вариант означал множество рисков для дольщика. Какие существуют особенности проверки застройщика и на какие моменты стоит обратить внимание при покупке квартиры по договору долевого участия, нам сегодня расскажет Анастасия Максимова, директор юридической компании «Утум Плюс Консалт», эксперт в области недвижимости и строительства. Анастасия, доброе утро. Да, здравствуйте. Я затронул тему проверки квартиры. Зачем вообще необходима проверка новостройки и обязательно ли эту процедуру проходить или можно как-то ее обойтись без нее? С приходом системы проектного финансирования и счетов эскроу подбор будущих новостроек, квартиры в новостройке стало гораздо проще и более безопасно, но необходимо все равно, конечно, большие деньги, но необходимо провести должную осмотрительность, и проверить будущего застройщика и будущую новостройку, чтобы не избежать таких неприятных моментов, сдачи не вовремя дома, чтобы получить без просрочки квартиру. Перейдем уже к разнице двух видов. Есть покупка квартиры по договору долевого участия, то есть на этапе строительства, кто-то там на этапе котлована покупает. Есть договор купли-продажи. В чем концептуальная разница? То есть купля-продажа только на готовую квартиру заключается или есть какие-то еще варианты? Да, покупается, естественно, по договору купли-продажи уже готовая квартира, и вы тут же становитесь собственником, получаете право на недвижимость и тут же становитесь собственником. А по договору долевого участия вы, получается, становитесь, получаете право в получения доли в строящемся объекте недвижимости, и уже после ввода в эксплуатацию дома можете приобрести эту квартиру именно в собственность. Только уже после ввода в эксплуатацию вы получаете именно собственность. Вернемся к проверке. Опять же, все-таки осмотрительным нужно быть. Может ли человек самостоятельно проверить, опять же, застройщика, прежде чем покупать квартиру
по договору долевого участия? Или же стоит обращаться в специализированные какие-то организации, к специализированным людям, там, к юристам тем же и так далее? Ну, на самом деле сейчас есть очень хороший такой портал, называется нашдом.рф, единая система жилищного строительства, или там, получается, размещена полная информация во всех застройщиках, во всех объектах недвижимости. Эта информация, она удостоверяется и проверяется в соответствии с 214 федеральным законом, проверяется органами государственной власти. И чтобы попасть в эту систему, необходимо получить всю аккредитацию банка, проектное финансирование одобренное получить, да, и там проверяется, естественно, исходно-разрешительная документация, разрешение там, и чтобы туда попасть, ты уже должен быть максимально проверенным, да, то есть тут уже более-менее безопасно. На этом сайте можно уже проверить. То есть если условно застройщик на этом сайте присутствует, да, значит все. Да, ну тут уже у него есть все права, чтобы начать строить. Ага. То есть если он есть на сайте, у него есть права строить. Да, да, все права строить, и тут на этом этапе вы пока, все защищены, да. Ага, понятно. Ну, то есть, опять же, с другой стороны, если он когда-то что-то построил плохо, его, наверное, с этого сайта... Ну, да, если получается у него будет, что он будет в реестре недобросовестных застройщиков, он не сможет попасть, и привлекать средства дольщиков. Да. Вот вы сказали, да, исходно-разрешительная документация, я даже прочитаю. Так, звучит, что это такое, звучит как-то очень непонятно, скажем так. Ну, естественно, что туда входит, да, что это такое общее понятие, туда входит, получается, правоустанавливающие документы на землю, для застройщика, да, разрешение на строительство, проектная документация и объекта строительства и положительное заключение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Ну, то есть вот это весь пакет документов, который необходим, чтобы начать стройку. То есть он, опять же, на сайте тоже присутствует? Да, на сайте все присутствует, вы можете с этим ознакомиться. Также на этом сайте можно ознакомиться с фотографиями, потому что застройщики обязаны выкладывать там каждый квартал фотографии о том, как идет стройка. То есть можно, в принципе, еще и, допустим, если вы уже участник, да, долевого строительства, то можно там в реальном времени относительно, если, к примеру, квартира в другом городе, вы приобрели ее, можно ее там каждый квартал смотреть, как там все хорошо или нехорошо. Вот. Ну и вернемся опять же к проверке, да, на что еще, мы сказали, что вот есть Мой дом РФ сайт, да, там, если застройщик там имеется, присутствует, он там указан, значит, у него есть все, чтобы начать строительство, он там плюс-минус, он добросовестный. На что еще имеет смысл и вообще как обратить внимание при покупке недвижимости? Ну, естественно, стоит обращать внимание на опыт. То есть, если у застройщика уже достаточно хороший опыт, и у него не было просрочек, то, скорее всего, он сдаст дом в эксплуатацию вовремя, и не будет так, что придется долго ждать там, квартиру до полугода. Да? Потому что все равно даже сейчас проектное финансирование есть, с такими застройщики, к сожалению, еще есть, которые переносят сроки сдачи в эксплуатацию объекта. Вот. Ну, естественно, аккредитация банка, да, она, как правило, у всех застройщиков сейчас уже есть. Вот. И, еще самый есть такой момент, что многие сейчас покупают квартиру без первоначального взноса. Да? Что за этим скрывается? Обычно за этим скрывается процедура покупки квартиры, то есть право ДДУ по переуступке. Это сокращенно так называется. Это правовая конструкция, ничего в ней нет такого страшного, криминального, это вполне нормально, когда вы сами, допустим, приобрели по ДДУ квартиру, но решили, что не хотите там уже в этом доме и хотите переуступить свое право, в будущем требовать эту квартиру другому человеку. Вот. Это возможно, это вполне нормально, просто немногие понимают риски, да, в чем тут есть ситуация. Когда вы по ДДУ покупаете квартиру, ваши деньги уходят на escrow счет, да, и допустим, условно там 3 миллиона, они там лежат, и это стоимость вашей квартиры по ДДУ. Но когда вы переступаете право по квартире, кто-то покупает такую квартиру, вы помимо этих 3 миллионов, тому, кто вам переуступает, еще платите сумму за переуступку. Там у всех по-разному, конечно, бывает, но в случае, если застройщик вдруг обанкротится или что-то страшное произойдет, да, или будет объект сдаваться не вовремя, условно, да, то вы будете защищены только на эту сумму, внутри, условно, миллиона, которые... Но не на эти дополнительные... Да, но не на эти дополнительные суммы, да, и, еще плюс по переуступке, допустим, если...
Если в браке состоит человек, который переступает квартиру, естественно, его супруг должен дать согласие на это. Вот. Ну, это уже как бы юридически. Ну, это уже юридически, да, ну, там нужно на это обратить внимание. Ага. Ну, Анастасия, спасибо за такое огромное количество полезной информации по очень важной теме, потому что недвижимость всегда будет актуальна. Ну, удачи в вашей работе. Да, спасибо большое. Ну, а мы продолжим говорить про тему жилья и зададим вопрос, без чего в современном жилье невозможно жить. Конечно же, без коммунальных услуг: электричество, водопровод, канализация. Во главе этой троицы по праву стоит вода. Без нее, как минимум на физиологическом уровне, человеку очень трудно прожить. Вода нужна нам не только в доме. В летнее время мы часто выбираемся за пределы городской суеты, и не всегда поблизости можно обнаружить источник чистой воды. Сегодня расскажем, как из подручных средств изготовить фильтр, который поможет очистить воду из ручья или речки. В походе или при долгом пребывании в дикой природе у вас может не остаться питьевой воды. А пить воду из ручьев и других источников может быть опасно. В таких условиях актуальным решением будет самодельный фильтр. Своими руками изготовить подобное устройство несложно, а пользы в моменте оно принесет много. Для этого вам понадобится марля, уголь, речной песок и бутылка. Возьмите большую пластиковую бутылку и отрежьте у нее дно. Используя бутылку в качестве воронки, поместите ее в другую емкость, например, в стеклянную банку, чашку или обрезок другой бутылки. Выложите на дно бутылки марлю или любую чистую ткань. Этот слой будет отвечать за тонкую очистку воды от механических примесей. Далее выложите песок и уголь. Песок отвечает за удаление из воды крупных механических примесей, а вот уголь лучше использовать активированный, но при его отсутствии вполне подойдет уголь с костра. Но при этом нельзя использовать хвойные породы. Вот и все. Наша простейшая очистная установка готова. Можете наслаждаться чистой и вкусной водой. Вот такое устройство, конечно же, в походе может пригодиться. Ну и теперь время затронуть непосредственно тему отдыха на природе. Вариантов много сегодня. Это походы, трекинг, сплавы. Перечислять можно очень-очень долго. Но сегодня расскажем вам о новом течении в вопросе активного отдыха – док-трекинг. Давайте узнаем, в чем его основная суть, какая польза и как им заниматься. Док-трекинг – вид активного отдыха, пришедший в Россию несколько лет назад. Это поход по пересеченной местности с собакой. На участника мини-экспедиции надевается специальный пояс-потяг, а собака ставится в вездовую шлейку. То есть питомец не ходит с вами рядом на поводке, как это происходит обычно. Его задача именно тянуть. Кроме того, все это происходит на пересеченной местности, в каких-то заповедниках и в лесных массивах. Трассы 6 километров, 10 километров и до 20 километров можно пройти группой. Мы сами сопровождаем. Спереди и сзади идут гиды. В туры могут ходить дети, начиная с 7 лет. Собаки ведут человека вперед и помогают подниматься в гору и идти в темпе. Они привязаны к поясу. При этом руки у человека свободны. Он может пользоваться телефоном, пить воду и свободно себя вести. Одеваем снаряжение. Ага, одеваем снаряжение. Так, все. Теперь надо подтянуть, наверное. Подтянуть, ага. И здесь вот. Ага, отрегулировать, да? Ага. А перед этим, наверное, надо познакомиться с собакой или как надо? Как это делается? Да, вот погладить, да? Погладить. Меня зовут Аэлита. Сейчас пойдем с тобой гулять. Так, я вот так держу, да? Да. Все. Еще неизвестно, кто кого выгуливает. Киндер очень энергичная собака. Собаки не агрессивной породы. Это сибирские хаски, аляскинские маламуты и якутские лайки. Они издавна были ездовыми собаками, были людям как транспорт. Поэтому они привыкли к тому, что люди их могут одалживать друг другу. Так селекционировались, что к любому человеку лояльны, добры, не кусают и друг с другом не дерутся. Я получила очень радостные эмоции, не знаю, это как первый раз ходить, это как будто бы меня выгуливали, а не я выгуливала собаку. Ну и получается, это заряд адреналина такой, ну и позитивные эмоции. Таким образом идет общение с природой и животными, обогащение организма кислородом, физические упражнения и, как следствие, хорошее настроение. Аэлита Стручкова, Георгий Григорьев, Якутск.
В целом, 1 августа – день насыщенный на различные даты. Вот так, например, сегодня Всемирный день борьбы с раком легких. Этот день приурочен к повышению осведомленности населения о раке легких и бронхолегочной системы, привлечению внимания вопросам профилактики, диагностики и лечения данного заболевания. Сегодня у нас в гостях Сергей Романов, врач-хирург-онколог поликлинического отделения Якутского республиканского онкологического диспансера. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, после пандемии всех мучает вопрос, да, влияет ли коронавирусная инфекция, которая бушевала, поражающая дыхательные как раз-таки пути, на возникновение рака легких, то есть способствует ли она заболеванию? Ну, как по данным исследований, прямой связи пациенты, которые люди перенесли коронавирусную инфекцию и развитие рака легкого, прямой связи не установлено не было. То есть люди, которые что болели коронавирусной инфекцией и что не болели, они одинаково часто заболевают раком легких. То есть как прямой связи нет. А, опять же, есть много других факторов, да, которые влияют на развитие онкологии именно в дыхательных путях. И самое, наверное, главное – это курение. То есть правда ли, да, что курение вот настолько сильно влияет на вероятность заболевания раком легких? Да, курение это является как бы основным фактором развития рака легкого. Ну, на самом деле, не только рака легкого, там и вызывает рак ротовой полости, глотки, пищевод, желудок, поджелудочной железы, мочевого пузыря, то есть даже рак шейки матки, то есть комплекс, много вызывает рака. Да? Но в основном, конечно, это рак легкого. 90% пациентов, у которых был установлен диагноз рак легкого, они все курят, получается. Да? Они либо активные, либо пассивные курильщики являются на самом деле. Вот, это к тому, что как бы не зря это говорят, что курение это вредит вашему здоровью. Но вот опять же, продолжая вопрос именно с курением, сейчас у молодежи, да, популярно, да не только у молодежи, честно говоря, различные альтернативные там, методы, способы, да, употребления никотина, что как бы, конечно, не есть хорошо в принципе, тем не менее, в качестве, опять же, влияния на здоровье, сильное ли они влияние оказывают? Хороший вопрос. Так, ну что касается вейпов, этих электронных сигарет, они же там делятся, есть которые никотин-содержащие, да, они, конечно, безусловно, пользы не приносят как бы вред, потому что содержится никотин в той или иной дозировке. А что касается вейпов и электронных сигарет, которые без никотина, там еще вопрос до конца не изучен, то есть еще клинические исследования проводятся, то есть там такой прямой нету. Ну, то есть каких-то даже предварительных данных пока тоже нет? Ну, явно хорошего тоже ничего не приносит. Ну, что как бы предполагаю, да, потому что нет ничего, нет никакой замены чему-то опасному, чтобы оно было безопасным. Оно будет в любом случае наносить вред. Вот. Читая рейтинги регионов с самым грязным воздухом, поневоле вот задумаешься о состоянии здоровья. У нас, допустим, в Якутии в условиях там, лесных пожаров тоже с воздухом у нас не все хорошо. Как качество воздуха в городах, да, может быть, не только в городах, влияет, опять же, на развитие у человека рака? Ну, безусловно, влияние окружающей среды влияет, да. Ну, в первую очередь, это, конечно, сперва на сами заболевания легких, да. А они уже, в свою очередь, могут привести к развитию рака легкого. В таких крупных городах, где есть какие-то промышленные, большие заводы, предприятия химические, например, да, в тех городах, конечно, уровень онкозаболеваемости больше, чем по сравнению в другом городе, в котором нет таких производств. Ну, допустим, где больше там сельское хозяйство развито, там не так сильно. Но это, опять же, статистические данные, по большей части. Вот. Но, опять же, говоря про онкологию, любую, в принципе, самый главный вопрос, все специалисты в один голос твердят, что главное там, поймать на ранних стадиях заболевания, потому что на ранних стадиях сейчас, я так понимаю, лечение, это, в принципе, можно как-то контролировать, купировать и так далее. А поздние стадии это уже совсем все очень плохо. Вот как рак легких на ранних стадиях поймать, чтобы он поддался лечению? Так, конечно, это все знают, надо проходить регулярно, ежегодно флюорографическое исследование, да, диспансеризацию. Пациенты, которые находятся на учете в группе риска, у которых есть заболевания хронические обструктивные болезни легких, там, пневмофиброзы, они более тщательно проходят. Там, может быть, не флюорография, а может быть, они КТ проходят. Там, да. И есть, получается, сайт онкопоиск.saha.rf. Это пилотный проект нашего Якутского республиканского онкодиспансера, который был разработан в рамках реализации национального проекта здоровья. Это, по сути, что это онлайн-скрининг, как анкетирование. Вы заходите на этот сайт, регистрируетесь, и там есть 6 основных видов нозологии. Там рак легкого, рак печени, кишечник, мочевой пузырь и другие. И проходите анкеты, заполняете. И получается, если по итогам анкетирования у вас высокий риск,
заболеваемости, то вас уже могут пригласить на более, так сказать... Углубленное обследование? Ну, грубо говоря, да, сдать анализы, пройти там ультразвуковое исследование, может быть, даже КТ. Ну вот мы поговорили про то, собственно, что может привести к раку легких, да, какие-то факторы внешние и так далее, как ловить рак легких на ранних стадиях, возможно. Но самый главный вопрос, любое лечение, самое лучшее, это, конечно же, профилактика. Есть ли какие-то методы профилактики онкологических заболеваний дыхательных путей? Ну, специфической профилактики не существует, да, тут как бы общие такие рекомендации, это как ведение здорового образа жизни. Это вот отказ от курения, от алкогольных напитков, вести активный здоровый образ жизни, это правильно сбалансированное питание, сон здоровый, ну и не допускать, чтобы лечить болезни легких, да, легочной системы на ранних стадиях, то есть там, вот, те же бронхиты, чтобы не происходила хронизация процесса, что уже может быть способствовать. То есть даже элементарно что-то там простудой заболеть, лучше сразу к специалисту. Ну да. Ну, потому что там тоже легочная система, в принципе, плюс-минус страдает. Сергей, спасибо большое за беседу в этот день, очень актуально. И, в принципе, с учетом того, что онкология действительно заболевание не из приятных, скажем так, поэтому тема очень полезная, важная, и, думаю, зрителям было есть о чем подумать. Еще раз спасибо, удачи в вашей работе. Вот. Ну, а мы продолжим тему здоровья. Помимо онкологии существует множество различных заболеваний, очень негативно, которые сказываются на работе дыхательной системы человека и заметно снизить качество его жизни могут, обязывая постоянно наблюдать свое состояние. Одно из таких заболеваний – астма. И сегодня в рубрике «Мой доктор» узнаем о нем подробнее. Доброе утро! Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Характерны для бронхиальной астмы – это приступы удушья, кашля, одышка, свистящие хрипы, возникающие преимущественно в ночное время или утренние часы при физической нагрузке, чувство стеснения в груди. При этом имеется связь с воздействием специфических раздражающих факторов. В мире бронхиальной астмой страдает более 5% взрослого населения. В последние десятилетия отмечается рост распространенности бронхиальной астмы как в нашей стране, так и за рубежом. Распространенность бронхиальной астмы в значительной мере зависит от климатических и природных особенностей места жизни человека. В промышленно развитых странах заболеваемость бронхиальной астмой значительно выше, чем в слаборазвитых странах. Основными причинами увеличения числа больных бронхиальной астмой являются рост хронических неинфекционных заболеваний легких и аллергизация населения. Обострение бронхиальной астмы могут вызвать простудные и вирусные заболевания, плесень, пыль, домашние животные и пыльца растений, физические упражнения, занятия спортом. В зоне риска люди с наследственной предрасположенностью, с признаками атопического дерматита, заядлые курильщики, работающие в особых условиях, например, в пыльных помещениях с химическими веществами. Есть ли профилактика от такого серьезного заболевания? Разумеется, это исключение контактов с аллергеном, прогулки на свежем воздухе не менее 2 часов в день. Профилактика хронических инфекций верхних дыхательных путей, обязательный отказ от курения. Необходимо проведение частой влажной уборки, не реже, чем 2 раза в неделю. Регулярное проветривание помещения, отсутствие в доме мягкой мебели, ковров, растений, особенно цветущих, и необходима стирка постельного белья не реже 1 раза в неделю при температуре не менее 60 градусов с дополнительным ополаскиванием. Исключение содержания в жилом помещении домашних животных. Будьте здоровы! Что ж, нагрузились полезной информацией сегодня сполна. Впереди еще будет, причем очень актуальная для месяца августа. Чем он так знаменателен, узнаем чуть-чуть попозже, буквально через пару минут. Ну а пока наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях.
продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Якутия продолжает занимать лидирующие позиции по социальной газификации. В текущем году газу подключат 1800 домовладений. Социальную газификацию, техническое диагностирование оборудования в жилых домах столицы республики и программу по газификации Западной и Южной Якутии обсудили глава региона Айсен Николаев и генеральный директор Сахатранснефтегаз Алексей Колодезников. В первую очередь обсудили вопросы технического диагностирования газового оборудования в жилых домах города Якутска. Также рассмотрели совместную с «Газпромом» программу по газификации Западной и Южной Якутии. По ней будет газифицировано 28 населенных пунктов. На конкурсе программы поддержки местных инициатив этого года Якутия получила более 480 заявок от 386 муниципалитетов, из которых 337 проектов будут реализованы в следующем году. Лидируют проекты по обустройству дорог, мест массового отдыха и водоснабжению. Так организовали сквер воспитателю рядом с Якутским педагогическим колледжем. Установлена скульптура, посвященная Фаине Авдеевой, которая на протяжении многих лет была бессменным руководителем Дворца пионеров или детского творчества в Якутске. Мы собираем материалы, ознакомились с реализованными проектами, поговорили, самое главное, с инициаторами проектов, с организаторами инициативного бюджетирования и воочию увидели, да, как они участвуют в процедурах инициативного бюджетирования, как они выдвигали свои идеи и с какими трудностями они сталкивались. Да. И хочу отметить, что с теми, с кем удалось поговорить, да, все отмечают, что программа поддержки местных инициатив – это одно из самых таких ключевых источников получения дополнительных финансов, особенно в малых населенных пунктах, для решения самых насущных вопросов граждан. В горном районе, в частности в селе Берджигистях, бытовой мусор и отходы – одна из экологических проблем. По инициативе местной администрации проведен круглый стол. Обсуждали рекультивацию несанкционированной свалки, объект государственной экологической экспертизы в селе. Участники говорили о разработке и утверждении разрешительной документации при вводе нового объекта в эксплуатацию. В ходе обсуждения данной проблемы поступило много предложений и рекомендаций от участников круглого стола. Вот рекультивация таких объектов, несанкционированных свалок, они в целях исключить вообще негативное воздействие на окружающую среду. В первую очередь это, конечно, поверхностные воды, это озера, реки, подземные воды, исключить всякое загрязнение, поэтому ложатся вот такие краны. И окружающий воздух, чтобы атмосфера была чистой, чтобы не было выделения вот такого вот, чтобы на месте этих свалок стояла зеленая наша земля, то есть это будет посев трав, и она как бы не отличается от нашей природы. Ряд стран и несколько городов России претендуют на проведение у себя зимних и летних спортивных игр «Дети Азии». Выборы запланированы провести зимой этого года. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. Отметил, что получил много писем от руководителей министерств спорта стран Азии, национальных олимпийских комитетов, а также руководств стран с добрыми пожеланиями и большой благодарностью за то, что в такое непростое время Якутия от имени Российской Федерации провела замечательные детские соревнования. Сейчас идет активное обсуждение. Есть несколько стран, которые претендуют на проведение и зимних игр «Дети Азии», которые пройдут в 2027 году, и летних, которые запланированы на 2028 год. Ну, я пока не могу это все рассказать, но это все иностранные государства. Есть и города России, которые тоже претендуют на это. Мы должны, вот, по нашим расчетам, уже к ноябрю все-таки окончательный выбор сделать и уже определиться по стране и по городу, где следующие игры и зимние, и летние пройдут. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо нашим коллегам за своевременную информацию о событиях, которые происходят, пока мы живем здесь и сейчас. Ну, а мы продолжим. Да, ранее сказали, что поговорим о чем-то важном, что очень сильно связано с августом. И, собственно, что это? С сегодняшнего дня, можно сказать, начался
арбузный месяц. В августе на рынках и в магазинах их появляется огромное множество, ведь считается, что его сезон созревания приходится на конец лета, начало осени. В этот период покупать ягоду безопаснее всего, да и арбузы в конце лета продаются самые сладкие и сочные. В 100 граммах этого плода содержится всего 30 калорий, но при этом 8 миллиграмм витаминов. Также арбуз богат антиоксидантами, среди которых ученые особенно отмечают ликопин. Он помогает защитить организм от заболеваний сердца и диабета. Но как же правильно выбрать арбуз? Давайте разбираться вместе. Самый надежный способ убедиться в спелости и сочности этой ягоды-гиганта – разрезать и посмотреть на мякоть. Однако покупка заранее нарезанного арбуза чревата определенными рисками. Невозможно быть уверенным, что плод разрезали чистым ножом и сразу упаковали так, чтобы защитить его от попаданий бактерий. Поэтому рекомендуется покупать целые арбузы, без надрезов. Но есть и несколько способов узнать, достаточно ли спелый экземпляр перед вами, не разрезая его. Первым делом нужно определиться с внешним видом арбуза. Он должен быть без внешних повреждений, следов удара или вмятин. Царапины допустимы, это природа, но если есть вмятины, выбоины или следы удара, то в этом месте арбуз уже точно начнет загнивать и его качество будет низким. Обратите внимание на запах. Достаточно слегка поскрести кожуру и сразу появится травянистый аромат. Если сделать так не получится, значит плод еще слишком молод и недозрел. Постучите по арбузу. Если арбуз сильно звенит, значит он недозрел, еще зеленый. А если он поглощает звук, то есть после постукивания появляется глухой звук, значит арбуз перезрел. Взгляните на хвостик. У спелого арбуза хвостик будет зеленый или сухой. А если он потемнел или вообще вялый, то этот плод уже испортился и его лучше не покупать. Вот такие советы помогут вам насладиться арбузным месяцем и при покупке арбуза быть уверенным, что вы попробуете самый сладкий, самый спелый плод. Просто немножко времени потратьте на подбор вот этой ягоды, да, потому что арбуз все-таки это ягода. Вот такой полезной и хорошей информацией мы завершаем наш сегодняшний эфир. Я вам желаю отличного настроения, плодотворного и продуктивного дня. Завтра в этой же студии мы вновь с вами встретимся, будем встречать пятницу. Ну а пока четверг, поэтому просто до завтра и хорошего вам дня.